Димейкер, Айвар, Камиль Мас, Эйфос. Для кого-то эти слова сейчас прозвучали как какой-то непонятный язык. Другие же, наоборот, узнали в этих звуках знакомые и любимые имена. Ведь именно так называют хип-хоп-исполнителей, известных как в нашем городе, так и по всей республике. На днях эти ребята дали концерт на открытом воздухе на территории парка культуры и отдыха. О том, как прошел хип-хоп-фестиваль, в нашем сегодняшнем молодежном эфире. Всем привет! Аккорды зажмутся, нужно глотать, с любой в ладах, это главное, да. Она через терни проведет нас в облака, я путь в облака, я мой путь в облака. Вместе со мной улетаю года. Путь в облака, я мой путь в облака. Вместе со мной улетаю года. Путь в облака, я мой путь в облака. Вместе со мной. Мероприятия подобного рода уже давненько не проходили в нашем городе, потому хип-хоп-вечер в парке культуры и отдыха стал самым ожидаемым событием лета. Задолго до самого фестиваля во всех пабликах Сибая пестрили афиши с именами известных хип-хоп-исполнителей, таких как Камиль Мас, Айвар, конечно же Димейкер и другие небезызвестные рэперы нашего города и столицы республики. И вот, наконец, этот долгожданный день настал. В парке потусить на зажигательной хип-хоп-вечеринке собрались многие почитатели данной культуры. Пока шла настройка аппаратуры и закулисная подготовка рэп-исполнителей, наша съемочная группа пообщалась с некоторыми звездами хип-хоп-вечера. Музыкой занимаюсь года 4, примерно 5. Все давненько началось и делается потихоньку. А какие-то уже достижения есть? Да, есть, да, фестивали, наши городские, уфимские, межрегиональные фестивали. Призовые места есть победы. С моим товарищем Антон Инфис его зовут. Вот, у нас вообще дуэт, но он служит пока в армии, поэтому в ваш замечательный город я приехал один, и от лица нас двоих выступаю я вот. Творчество занимаюсь я им с 2012 года, а в основном хип-хопом болею с детства. Вот. Приехали вот сюда, первый раз в этом городе, поэтому в первый раз вообще за территорию Уфы выступаю. Да, за пределами. На тебе нож, что твоя музыка на тебя не прокопит негатив. Грузом не стянет, ходит на сцену в город. Мой чувствует город, твой оккупирует город. Ужас как упертый, но скорее непокорный. Идти вперед готовый. Как понял свой страх и боль. Как понял, запомни. Идти вперед готовый. Как понял свой страх и боль. Как понял. Стоит отдельно остановиться на этом парнишке. В арсенале Айвара Файрушина уже множество хитов собственного сочинения. Также недавно состоялась премьера клипа на песню «21». В своих треках рэп-исполнитель, не стесняясь, рассказывает всем, как нелегко живется парнишке с физическими ограничениями. Однако, несмотря на все препятствия, Айвар не сдается ни на минуту и достигает творческих высот. Мне всего 21, сколько впереди. Себя принял какой есть, стал с собой един. Быть лучше, чем вчера среди победителей. Каждый создает себя сам, правда жизни, видимо. Страх непреодолимый, порой необоснованный. Даже весь поломанный, зубами хвататься готов. Совершенству нет предела, принял за основу. Даже падая, подниматься буду снова и снова. Чувство жалости к себе убито с годами. Взгляды искоса не подавляют уже подавно. Успех был миражом, горизонт на радаре. Боль питает силу, испытать себя повод подай мне. Знаю, булыжнику не стать ювелирным изделием, но не каждый камень астероид, упавший на землю. В развалочку с палочкой с рождения доселе. Хотел быть салаги, как все, иначе на сей раз. Жизнь подарками не баловала, немало запала. Что это такое чисто для тебя? Хип-хоп это, образ жизни. То есть это образ жизни, образ мышления. Вот, вкратце. То есть это целая культура. И мы ее продвигаем, мы как бы часть этой культуры. Сибай для многих рэп-исполнителей является своеобразной стартовой площадкой. Когда-то здесь 15-летние юнцы только еще баловались рифмами. Теперь же они приезжают сюда с больших городов, состоявшимися творческими личностями. Ваня Эйфис в данное время проживает в Магнитогорске, однако в родном городе бывает регулярно. Ваня с радостью откликнулся на приглашение поделиться с сибайскими слушателями своими работами и, конечно же, встретиться с друзьями детства.
Творчеством занимаемся уже около лет 5. На данный момент учимся в консерватории музыкальной, потому что углубиться захотели в это создание музыки. То есть слова пишем где-то, наверное, лет с 15, сейчас уже 20 с копеечками. Но, в общем, планы грандиозные, большие. Будем выпускать альбом. Сейчас построили в нашем городе студию звукозаписывающую. Так что, если кто желает, приходите записываться. Я вообще рад, что это начинает развиваться. Не вот эти спиннеры крутятся, а вот музыка начинает развиваться. Вот это вот меня радует очень. С композициями сегодня буду выступать. Кавер будет на Тимати «Не сходи с ума». Да, даже такой есть. Эти треки, конечно, были записаны 4 года назад все, так как я все время пишу, но не выкладываю. То есть вот в себе коплю и не выкладываю. Есть новый, получается, трек, он выйдет на мой день рождения через 6 дней. Вот, там у меня такие слова, там: в левой тлеет жирный Джонни, вправо держу ее на расслабоне, двигаюсь ровно маршрут и запомнил туда, где лучи светят из дома, вижу кольцо, 3-очковый, готовый на 100, Рокки Сталлоне, я не сверну, есть повод, музыка, кухня, зови меня повар. То есть она в новом формате будет, в таком нью-скуле. Один из самых ожидаемых гостей хип-хоп-тусовки – это Владислав Димейкер. Самая большая коллекция хитов как раз у него. Совершенно других правил и кривых гурманов. Среди социально неравных и неравных просто подпольно точилась техника. Мы прибавили в росте. Помните вечера, что летели у Фроси на хате? Времени на ветер, поверьте, йоу, волна, братья. Через Кангресс-Бэй параллельно бойцам винаем вылезет из темноты. Удачи в самый, я не знаю, куда ты метишь и чего ждешь, ман, если ищешь, обязательно найдешь. В голосе дрожь, это только временный, и мой стиль набирает высоту уверенно. Почувствуй это сам, поверь своим глазам. Я начинаю верить тому, что будет там. Свободу мечтам и свежие идеи в MP3. Трек чисто от души, бро. Я вижу свет, бро. Он недалеко, совсем нелегко. Дари добро, знаю одно, что ничего не остановит нас на пути к успеху. Наступит этот час. Я вижу свет, бро. Он недалеко, совсем нелегко. Дари добро, знаю одно, что ничего не остановит нас на пути к успеху. Димейкер недавно выпустил свой второй альбом, также выступал сольным концертом в Уфе. Призер и обладатель гран-при множественных музыкальных фестивалей. В общем, за не столь большую хип-хоп-карьеру Владиславу уже есть чем гордиться. И на самом деле первое выступление было в клубе H2O, который находится на старой швейной фабрике, когда-то он там находился. Оттуда все началось, квартирные какие-то студии, фристайлы, первые концерты. Все понеслось, Уфа, Казань, Москва, то есть, как-то так росли, делали что-то. А сейчас пишем 3-й альбом, затем 4-й альбом обязательно. Сейчас вот это лето у нас, съемка клипов. Какие планы? Все те же творческие, делаем, двигаем, ничего особенного. Не, дай бог, на всю волю Всевышнего, как получится, как говорится. А так, ни зачем не гонимся, делаем, что нравится, и все. По нервам пробежался яд этой черной мамбы, провоцируя волну, что накатом выносит дамбы. Груда черновых мыслей, словесных апперкотов. Черниковка мама даровала волю этим аккордам. Останься ботом или дай импульс своему сердцу. Да ведь всем летом мы готовим жирный стейк со специями. На пару с опытным шеф-поваром колдуем над вкусом, отвечая за качество блюда плюс горячего джуса. Этого бодрящего блюза своей динамикой добавит грубо шум в зал. Здесь не размененные на запах купюр, капризы дур, системных нор, фальшивых шкур. Одно из двух тут панели пропал, втухали поднял, вывез или пал, импала или катафалк. Как ты сыграл, позже будет известно, по правилам честно или скрылся за дешевым блеском. В ходе хип-хоп-вечеринки народу в парке только прибавлялось. Любителей популярной субкультуры оказалось в нашем городе предостаточно. Мы поинтересовались у юных слушателей, каково их мнение относительно мероприятия такого формата. Я катаюсь под хип-хоп, когда бывает время, что хочется взять, врубить музыку и просто прыгать под этот бит. Чтобы это меня качало, я мог делать трюки. Это очень здорово. Помогает развиться, как-то расслабиться и разряжает обстановку. Конкретно хип-хоп, он обширный, и поэтому есть разные варианты, вариации. Очень мощно. И кататься вообще под хип-хоп классно. На самом деле, в целом, это очень на уровне все.
Я не ожидал, на самом деле, такого маленького города, такого уровня. То, что вы покажете такой стиль, и это понравится молодежи, и вы соберете такое количество людей. Помимо треков, исполненных региональными звездами хип-хопа, молодежь Сибая в ходе мероприятия насладилась зажигательными выступлениями ансамбля эстрадного танца «Пин-код». Позже, ближе к вечеру, организаторы мероприятия провели танцевальный баттл под биты хип-хоп-исполнителей. Победителей ждали памятные призы. В целом, жаркое хип-хоп событие лета разогрело своей крутостью и позитивом эти не совсем теплые деньки. В соцсетях еще долго с энтузиазмом и благодарностью обсуждалась хип-хоп пятница. Каверы, оригинальные исполнения, брейк-данс-шоу, дэнс-баттлы – все это яркое украшение летних каникул молодежи Сибая, которое они запомнят надолго. Организаторы обещают не ограничиться одним зажигательным хип-хоп вечером. В дальнейшем они намерены удивлять горожан подобными продвинутыми музыкальными тусовками. А уже в ближайшую пятницу в Парке культуры и отдыха состоится фестиваль «Вишни». Будет не менее интересно.